Рев мотора, запах жженой резины и адреналин, или просто дрифт. Этот автомобильный спорт доставляет немалый дискомфорт жителям рядом стоящих домов. Из-за постоянного шума ночью невозможно уснуть, говорят они. В семьях есть дети, которые уже спят, отдыхают в это время. Ну и родители, скажем, если это трудовые будни, то тоже устают и на работе, то должны, конечно, отдохнуть. Желательно, конечно, чтобы этого шума было поменьше. Из-за частых жалоб со стороны жильцов администрация города принимает меры для борьбы с ночными гонщиками. На днях было проведено собрание с участием сотрудников госавтоинспекции, а уже с пятницы движение дрифтеров начали ограничивать. Выставили коммунальную технику по вечерам, в то время, когда наиболее активно, проявляет себя дрифтеры, так скажем, да. Мы, расставляем технику Якутдорстроя, но это временная мера, к сожалению, да, к счастью, или к сожалению. Мы не сможем это делать постоянно, но пока, мы все, что в наших силах, мы сделаем. На борьбу с ночными гонщиками выделят около 700 тысяч рублей. Искусственные помехи и дорожные знаки установят в речном порту и на Комсомольской площади, где особенно любят собираться лихие водители. Под капотом у каждой из этих машин около 300 лошадиных сил. Мощные двигатели и выхлопная труба создают громкий шум, который слышно на несколько сотен метров. Несмотря на свои безобидные дружеские собрания ночью, дрифтеры вызывают волну возмущения у жителей дома напротив. Анжелика Гордеенко ежегодно проводила открытие и закрытие сезонов так называемых маркообразов. Это целая субкультура водителей, которые существуют более 10 лет. Многие сторонники движения понимают, что мешает людям спать по ночам, и предлагают свое решение наболевшей проблемы. Мы предлагаем, если как хотят, чтобы мы в городе не шумели, отвести отведенное место, это Усть-Хатын, где будет у нас площадка с хорошим асфальтом. Провести там освещение хотя бы небольшое, чтобы не было темноты, и хотя бы каких-нибудь там пару кафешек. Дрифтеры готовы даже платить за въезд на специально отведенные площадки, и власти города готовы в будущем пойти им навстречу, чтобы обеспечить жителям города спокойный сон по ночам. Виталий Прокопьев, Роберт Набиев и Павел Пшенников. Вести, Якутск.